Сонце свеціць і блішчыць раса. Паўчаса. Гэта ў Беларусь прыйшла вясна. Ляці часа. Хвошча цёплы вецер мае валасы. Німаш касы. Будзем разам, я і ты. Добрай раніцы, добрый дзень і добрай ночы. Я вітаю кожнага з вас. Перадача Аграблогер на ТВ сёння на Навагрудчыне. Прывітанне. А завіталі мы ў адкрытае акцыянернае таварыства «Шчорсы». Гэта адна з лепшых і найбуйнейшых гаспадарак Навагрудскага раёна. Сябры, хацеў у кантору адразу ўскочыць, але не. Сёння ў калгасе засеўкі на полі. Там мяне чакаюць, таму трэба скарэй мчаць туды. Прыедуць усе. Ну і Ваван там. Паперлі. Прывітанне, сябры! Новая рубрика ў аграблогу «Працаўнікі сяла» і ў наш першы герой Владимир Александрович, ён жа Шурыкавіч. Прывітанне. Прывітанне. Сябры, які год таму прыкладна ў гэты час я прыехаў у Шчорсы. Владимир тады пачынаў таксама сеяць, і сёння ён таксама тут. Владимир, добрый дзень. Вы адзін з першых на раёне, можна сказаць, таксама ў вобласці, хто пачаў сеяць у гэтым годзе. Раскажыце, як пасяўная пачалася для вас, як надвор'е, як тэхніка і як настрой. Як обычно. Настрой боевый, погода не подведе, все посеем. Коротко и ясно. Не космонавты мы и не герои этой страны. Без выходных свою мы делаем работу. Мы трактористы, комбайнеры, пахари, косари. Мы мужики простого сильного народа. Як земля? Нормально. Ідзе? Все спокойно? Спокойно. Что сеете? Пшаницу. Раскажите, напомню, для нашей передачи, для глядачоў нашего телеканала, сколько працуете, трохи про вас. Як давно у гаспадарцы? Уже 24 года. Сею уже 18 годов почти. Именно посевной. Сею хлеб. То весь урожай района практично вы уже последние так 20 годов сеете вы, да? Только колхоза, не района. Чему не района? А у района же так само хлеб приходите? Приходите, ну. Свойский хлеб от Владимира по отчеству Шурыковича. Шурыковича, да, я ведаю, помню. Александр Шурыкович, засевки. Расскажите, что для вас яны значат? Ці проводятся, приезжают, клуб приезжает председатель располкома. Як это происходит? Ці подобается вам? Сегодня полядите, кто приедет. Жанки, мужчины, хлопцы, девки, сягодня ладзім мы засеўкі. Хай зернейка у землю ляжить, а влетку буйно колосится. Лазорка, заспявали пеўні, зашумеў зялёны лес. Выходи у поле, сеять зерне, что посеешь, что пожнешь. Выходи у поле, сеять зерне, что посеешь, что пожнешь. Сябры, карыстаючыся момантам, бяру інтэрв'ю у, так сказать, начальника ўсяго Навагрудскага района Сергея Сергеевича. Сергей Сергеевич, расскажите, чаму приехали? Одни из первых, напэўна, пачалі пасяўную в гэтым годзе. Ну, не одни из первых, але стараемся быть ими. Вось механізатор Александрович, он же Шурыкович, подзяліўся, казаў, што так рано, не на 8 сакавіка, яшчэ, ну, давно гэта было, калі пачыналіся бо. А ці помните вы, калі вось так рано? Помню, я не скажу конкретно какой год, но были даты, когда мы выходили в поле перед 1 марта, то есть где-то 27-28 февраля. То есть в конце февраля мы выходили в поля и сеяли овес. Солнце выглянуло, Бог нас бачить. 100%. Сегодня мы собрались для того, чтобы здесь на полях колхоза ООО «Шчорсы» совершить такой древний обряд засевки. В церковном обиходе это все называется молитва на начало сеяния. Я искренне уверен, что каждое благое дело нужно начинать все-таки с молитвы. И вот мы здесь собрались в этот один из мартовских дней.
для того, чтобы вот все-таки помолиться, попросить у Господа помощи, попросить у Него благословения на предстоящий год, на хороший урожай. Рад всех видеть, рад видеть агроблог, смотрим, постоянно попадается в рекомендациях. Вот. Очень классно. Так, з сьогоднішнього дня, як ви не можете організувати роботу, планерку будемо проводити тут, прямо в полі, як вам не доходить. Леонидович, у вас за спиной сеешь трактор. Де сеють? Открой очи. Не бачу. Леонидович, я добре бачу. Вунь, глянь, іди одним швом. Гандір! І ти тут, а ти чого тут глазастий? Нема що робити? Хлопчики, малойчики, а ты дождик поливай, поливай, а сонейка согравай, согравай, будет добрый урожай, урожай. Гектар посеяли, не? Посеяли. Олександрович, будеш за начальниками пересівати чи ні? Ні, не Ча- буду. Чому? Добре посіяли. Моментом пройшли. 100 центнерів буде. Треба частіше керівництво на полі запрошати, і тоді все буде добре, так? Мнение начальства на поле уверенная работа тракторист. А ось, вони завжди так кажуть. Вам треба на спокійному, по одному, да, сів, зробив і поїхав. Мені пильновать не треба. А Олександрович, він все, файний. Относиться до справи вельми серйозно, тому ніяких сумнівів в його праці нема. Не перехвали. Згоден. Ми з Білорусі, ми починаємо. Ой, Беларусь моя пылает ярче всех заря. Воздух раннего утра идет кругом голова. А брат вельми файний. Ось стояв механізатор за мною, вже все зараджений, готов бомбити. Ще є пшеницю, як він казав. Тому господарки, приймайте уділ так само, проводьте ось такі мероприємства, запрошайте керівників, запрошайте культуру, і буде настрой, буде всім добре, і урожай файний виросте. Розкажіть, яка назва вашого колектива? Сусідочки. Гэта дзе, Шчорсаўская ці якое? Вераб'евіцкі сельскі дом культуры. Все понял. Раскрыйте вось гэтыя абрады, вось гэтыя прыкметы, якія вы казалі. Вось трэба кінуць там топор, каб ён сядзеў, каб не было там ні зелля, нічога. Адкуль гэта павялося, адкуль вы іх ведаеце і як часта вось такіх мерапрыемствах вы ўжо за сваё жыццё ўдзельнічалі? Ну, гэтакія абрады, гэта здаўна. Мы глядзелі гісторыю, і вот старажытныя бабулькі, которые былі, гэта нам все распавядалі, і мы гэтакі рабілі. А вось яшчэ якую-нибудь такую прыкмету, каб ураджай быў добры, каб ўсё, так сказаць, файна, 100 центнераў з гектара, туды-сюды, якая вось галоўная прыкмета, якая? Напэўна, па зямлі пакатацца. Одежи треба одеть на выворот. На выворот одеть и Так. покататься? Нет, только надеть тихенько дома на выворот, и тогда будешь самый лепший урожай. Вось так, калгасы, вы теперь знаете, что треба это робить. наш секрет. Ах, рассказали уже, теперь будут ведать все. Так. Самое головне, що ще Тарпа був, благословив поле, мадухну земельку, значить з урожаєм буде. Полетите на от Соніка, як швеється сьогодні. Що буде добре, блогер, побачите. Блогер, ура! Алі файно такое чуть, дякую великий. Запахлося обой. Та-та-та-та. По святам отбой. Па-пара-па-па. Прощай, выходной. Па-па-па-па. Идем в поле у бой. Та-та-ра-та-та. Ну что, сябры, нарешті починаем. Шуркович, каб все было добре, заводився з першого раза. Поперли, сябры, посівная 2025. Сябры, працюю на два фронти. І для передачі, і для свого агроблога, тому що там так, люди так само чекають. Головне – поспіть усюди, везде, і як треба. І нарешті, на фоні тільки що посіяної, так сказати, борозни нашим Шуриковичем, директор сельської господарки Щорси Дмитрий Александрович. Дмитрий Александрович, як посівная? Ну, посевную начали раньше, чем обычно, но будем надеяться, что урожай будет как положено, показатели будут намного выше, чем в прошлом году. Ну і головне питання для мене. А ось такі передачі, як агроблогер на ТВ, як приїжджав, такий самий простий чоловік, як я, розказував про працівників села у другі господарки. Як ви лічите, це треба чи ні? По-простому, по-свойському, як воно є, приїхати показати, щоб люди потім вечором, після своєї праці, прийшли додому, глянули, поглядели себе на телевізору, убачили, і було це приємно. Ну, я считаю, что это вообще необходимо. Во-первых, это
Я сам подписан на Агроблог, я постоянно смотрю все новые выпуски и в ТикТоке, и в Инстаграме, поэтому я считаю, и людям, которые работают на селе, это тоже необходимо, и которые не работают на селе. То есть, может быть, некоторые все равно какой-то процент сделают для себя правильный выбор и придут работать в сельское хозяйство. Дякую вялікі, сябры, запрашайце нас у сваю сельскую гаспадарку. Мы абавязкова прыедзем, раскажам, пакажам, засеем, пасеем, убяром і ўсё на свеце. Прыйшла рана вясна! Та-та-та-та! Грузи сямяна. Пахата камні роса! Та-та-та-та! Зрання до цямна. Та-та-та-та! Аграрії країни, усім добрий пасяўной! Крепкого вам здоров'я. Наперад! Засеўкі ў нас падзея рэдкая, 2 раза ў год. А вось дзе людзі працуюць кожны год, кожны дзень, гэта жывёлагадоўля. І зараз мы на ферме. Давайте познаёмимся, нам все расскажут. Мы находимся в хозяйстве ООО «Чорсы», и ферма то же самое называется «Чорсы». Молочно-товарная ферма, которую ввели в 2023 году, в декабре месяце. Полностью она уже проработала 2024 год. Всего у нас молочно-товарных ферм 4. Поголовье дойное стадо составляет 2281 корова. Все поголовье, согласно требованиям, размещено на современных технологиях, беспризязное содержание с доением на молочном блоке. От этого массажа уже руки крутит, а я все осеменение. И я ж тоже, и вакцинация, и запуски, и лечение. Всю жизнь на этой ферме. Самое главное, кто вы такие тут, расскажите. Главный зоотехник Мацкевич Виктор Иванович. Вельми приємно, мене зовут Денис, телепередача «Агроблогер» на ТВ. Я завсёды, як приїжджаю на ферму у господарки, питаю, доение у вас какое? 2- чи 3-разовое? 2-разовое, естественно. При нашей продуктивности, которая на сегодняшний день существует, а мы за прошлый год надоили 7393 килограмма, нам достаточно 2-разовое доение. И затрачивать все средства, которые есть обязательные после проведения процедуры доения, содержать в настоящем состоянии комплекс, а это ТОшки проводить своевременно, замену всех комплектующих, плюс использовать все средства до доения, после доения, всю гигиену, всю химию, поверьте, это для нас пока что гораздо выгоднее использовать 2-разовое доение. Я ўжо шмат аб'ехаў таксама калгасаў, і галоўнае пытанне актуальнае цяпер у нашай краіне гэта кадры ў заатэхніі. Ці хватае у вас каманды, так сказать, ветрачэй, заатэхнікаў, ці ёсць таксама пытанне вось такое? Не хотелось бы все секреты рассказать, а то вы еще переманиваете куда-то наших молодых специалистов, но их достаточно в нашем хозяйстве. Вы не поверите, но на сегодняшний день и ветслужба, и зоотехническая служба у нас полностью комплектованы. Значит, певно, платит добро. Каб коров не погублять, треба бірки ім чапляць. Таму, калі ганяю па фермам, заўсёды прыязджаю, гляджу, ці файныя на фермах біркі. Ось так само ў Чорсах. Зараз праверым. Ну-ка, потянем. О! Файна, не знаю, што за гэта, буду трымацца. Сябры, на жаль, дойка мінула мяне, бо тут ўсё па часам, ўсё па гадзіннікам. Але я все-таки попытаюсь, спрошу вас со мной зоотехник-селекционер гэтага калгасу з Чорсы. Расскажите, давайте познакомимся, як прошло, сколько надоили. Средний удой на этой ферме 23 литра на корову мы доим теперь. Все прошло хорошо, в штатном режиме. А зовут-то вас я? Елена Петровна. О, вельми приємно. Ці ставить коровы рекорды ваши, расскажите, у районе, в господарце? Ну, самый главный наш рекорд – это сортность молока. У нас 98% экстра идет по ферме нашей. О, то значит получка файная. Там все выполняете это и экстра идет. Ну, вроде бы никто не жалуется на зарплату. Хорошего здоровья, больших прессов, терпения, зарплаты. Сябры, первичный контроль якости молока
вось тут знаходзіцца ў лабараторыі прямо на месцы на ферме Ошчорсы. Кожны дзень праводзім аналізы малака кожнай партыі для таго, каб мы адпраўлялі чыстае качественное молоко. По секциям, по коровам, можем от каждой коровки зробить. У нас теперь новый аппарат для определения соматических клеток. Нам только недавно его купили. Это, вообще, совсем уже другое дело стало. Вось, таму у кожнай справе трэба ісці наперад, павышаць якасць, павышаць узровень і абнаўляць, так сказать, оборудование, да? Каб якасць молока... Вооружен, тот имеет результат. Сябры, прайшоўся па ферме, але файна тут, новыя будынкі, шмат розных людзей працуюць, надоі галоўнае, жырнасць, всё экстра. Можа, яшчэ каго сустрэнем зараз? Аво, ха! Па твару бачу, малады спецыяліст, прывітанне! Добрый день. Як у вас справы? Очень даже хорошо. Як вас зовут? Меня зовут Вероника. Кем тут працуете? Я работаю ветфельдшером на этой ферме уже почти как 2 года. Лечу животных, за телятами обязательно сижу, конечно. Да, вакцинируем. А расскажите, кай ласка, вы сюда приехали, ці тут жили, сама тюлей? Расскажите. Нет, я приехала из города Гродно. Я училась в Волковыском аграрном колледже и приехала на отработку уже сюда, в это хозяйство. Сябры, дзяўчына з гародні, з горада, гарадская, туды-сюды приехала у калгас на ферму и кажа, что ей тут падабаецца. Расскажите, ці плануете тут застаться? Пока в планах, я пока на отработке, и пока что я не знаю, я пока еще думаю. Но я думаю, что, скорее всего, что да, потому что тут хорошие зарплаты, очень хорошие зарплаты, достойные. Здесь очень ценят молодых специалистов, здесь нам приводят очень много разных технологий, поэтому здесь нас очень ценят и любят. А жилье тебе дали? Конечно, жилье дали, нам всем дают хорошее, кстати говоря, жилье, очень помогают с обустройством, помогают с ремонтами и вообще прочим, всем очень-очень это все, конечно, тут устроено. Засталося знайти, так сказать, свойскага і зоотэхніка і создать сям'ю і жить. Да. Спадзяюся, у вас все атрымаецца. Да, надеюсь тоже. Мы працягваем шукаць маладых спецыялістаў па гаспадарцы Ошчорсы, заляцеў на мехдвор, і тут іх гляньце сколькі. Хоць табе механізатар, хоць табе інжынер-механік, давайте з імі знаёміцца. Адразу з кіраўніка, так сказать. Добрый день, як вас зовут? Раскажите, як працуецца ў гаспадарцы. Зовут Леонид, працуецца вельмі добра. Закончыў Беларускі государственный аграрно-технический университет, працую уже 3 года. Сам местный? Да, местный. Тут родился, так? Да. Какие планы? Застаться хочешь после отработки? Пока продолжаю учиться. А, еще учишься? Да. Получаешь еще одно образование. Какое? Академия управления при президенте. Ось, сябры, ёж твой раз. Тут кадры дык кадры. Як техника? Готова до посевной? Готова. Нема, ничего не стоит там сзаду? Мало что. Мало что. 10 такие поломки, раз-два и поехал, да? Да, мелочные. И слава богу. Зараз спросим механизаторов, все узнаем. Расскажите, посевная, добрый день. Як вас зовут, як пришли в господарку, чи подобается работа? Подобается, зовут Белоусов Кирилл Евгеньевич, работаю здесь с 18-го года уже. Все нравится. Какие планы на будущее? Пока работа здесь. Сям'я? Нету. Треба? Зачем? Чому? Рано еще. Рановато, аби каб успець, вось я так само казаў, што рана, а цяпер вось. Дарэчы, вось, галоўная тэма жаніцьбы, гэта каб на сяле, на вёсы, так сказаць, пашырылась круг дзяцей, людзей і ўсё астатняе, каб нашы вёскі падняліся з гэтых усіх трохі момантаў, якія, не хватае кадраў на сяле, мы ўсё гэта разумеем. Таму малады спецыяліст мусить Вероника ее зовут, працуе ветврачом, обовязково познаемся. Файная девчина сказала, что никуда не поедет. Познакомишься? Поглядим по времени. Да, где ж тут посевная? Какая тут любовь? Треба сеять. Ты еще один, и я покуль одна. На жаль, тобой забита голова. Весенних клеток мне принес букет. Я знов поверу у твой бред. Галоўны скарб і багацце кожнай гаспадаркі гэта людзі. Але вось казаў мне мой галоўны інжынер у маёй гаспадарцы, што абавязкова трэба штогод абнаўляць тэхніку. Раскажыце, як вы ставіцеся да гэтага?
В принципе, ваш главный инженер очень прав, потому что на самом деле сегодня, даже если и люди есть, но если техника не ходит, то просто кидают и уходят. Поэтому, что касается даже взять того года, мы приобрели новый энергонасыщенный трактор, мы приобрели 3 новых кормоуборочных комбайна, потому что мы понимаем, что это тоже залог нашего успеха. Если сегодня механизатор большую часть времени находится на ремонте, то объем работы мы не сможем сделать необходимым. А ось у мяне таксама галоўная такая ідэя і у аграблогу сваём. Паказаць і расказаць людзям, што цяпер працаваць на вось такой тэхніцы трэба добра мець вось тут, таму што ўсё устроена не то, што круціць ту кару, правда? Ну да, эта техника довольно серьезная. Техника, как говорят, 21 века. В нее залезть это как квартира. Столько всего стоит, и компьютеры, и все на свете. То есть просто на ней работать не сможешь. Таму у гаспадарцы працуюць высокаадукаваныя механізатары. Вось што галоўна. Глядзіце, ні аднаго рычага няма. Усё на кнопках. Таму трэба механізатара мне. Ці есть тут механізатар? О! Вас не Леонидович зовут? А як? Николаевич! Кого? О, як у влогу, певно глядите. Леонидович! О! Леонидович, ну як тут у полі? Як тут у полі? Морда горить, пил на зубах трощить. Як на кариба. Расскажите, як вам новая техника? Давно пришла? Ну, работаем уже с сентября месяца. Хорошо работает. Вопросов нету. План этих обслуживаний, едем дальше. Что тягаете? На данный момент езжу с бочкой МЖТ-20. До этого плуг Кверделанд. Сколько гектаров давали у день? В среднем 35. Если нормально так вот идет, можно и больше. Можно и больше. Конечно. Як погонном поле, то и 40. Легко. Сябрыка, вы разумели, насколько могутная, мощная эта техника. Гляньте, якое тут коло. Я 1,90 м, тут 1,85-83 м 10. Тому момент. Вясной кожное поле оживает. Там сеять, тут кормять. І ми нарешті приїхали сюди, де цвіте рапс, так сказать, де треба його після зими трохи підтримати, оживити. Со мною хто? Розкажіть, як вас зовуть? Здрасте, Шон Евгеньевич. Евгеньевич на месте. Ви ж не хвалюйтесь, я так само хвалююся другий раз з мікрофоном на спокійному. Там обіди скоро, до вас вже були обіди чи ні? Были уже, да. Що давали? Первое, второе. Первое, второе. Не, ну смачно. Я вот в наших господарстве я робру люблю, а вам? Суп давали. И что еще? Второе, макароны с мясом. Расскажите, вот эта машина, коловые є надувные, мы на таких катались с горки, а вы вот на ней ездите. Як она вам? Хорошо, мягко идет по полю. Сколько разгоняете? 40. А заправки насколько хватает? Туды-назад? Ну да, в этом поле длинное. Ну да, я так само вчера тоже, пусть 15 на одну бочку было. Молодость лети, светлой птицы, так прекрасны твои дни. На календаре теряю страницы. Молодость, прошу прости. Молодость лети, светлой птицы, так прекрасны твои дни. На календаре теряю страницы. Молодость, прошу прости. Объехали мы всю господарку, сябры сустрэў столькі маладых спецыялістаў, столькі, так сказать, свойскіх людзей, зацікавіўся вельмі. Трэба зайсці ў аддзел кадраў, бухгалтэрыю, папытаць, ці ёсць тут якія вакансіі. Магчыма, з Леонидовичем перабяромся тут нам радам. 5 хвілін і мы на месцы. Ну, нарэшце, дзяўчаты. Добрый день. Добрый день. Познаёміўся я з вашай гаспадаркай, праехаўся везде. І слухайте, зацікавіўся, ці будзе якая праца для мяне, якая работа? Что тут у отделе кадров? Есть какие вакансии? Есть. Есть тракторист, машинист, цеха производства, водитель. Что вас еще интересует? Не, ну мне треба там... Может быть, агроном. Агроном Леонидович, может быть. Ну вот. Агроном есть место, так? Да, есть. По полям мы ходим, по полям. По полям! Тракторист все махая нам. По полям! Мусить есть и захотел. Захотел! 8 раз уже спотел. Владимир, расскажите, як павушка у шорсах? Ну, каждого по-разному. Жилье, буде жилье? І жилье буде? Буде. Що через Дмитрий Александрович? Як для вас буде. Ух, дякую великі. Сябры, що? Работу нашел, жилье нашел, жонка осталась. Найдем.
і жонку найдуць. Весь комплект. Дзякуй вялікі. І сталовая скора будзе. І пакормяць. Красота либата. Застаюся. Сябры, я іду, а ногі мяне не нясуць. Таму што мне вельмі спадабалася, Дмітрий Александрович, вашай гаспадарцы. Свойскія людзі, працавітыя, займаюцца сваёй справай. Дзякую вам вялікі за запрашэнне. Я прыехаў не з пустымі рукамі. У меня есть вось такая свойская майка аграблога. Як пячэш, так і маеш кожнага механізатара. Дарую я вам. Дзякую вялікі яшчэ раз за запрашэнне. Я абавязкова вярнуся яшчэ раз сюды, але нас чакаюць у многіх другіх гаспадарках, шмат другіх гаспадарках, таму мы абавязкова прыедзем у кожную гаспадарку. Да сустрэчы, аграблогер на ТВ. Глядзіце, публікуйце, спяшыце, пішыце, заязджайце. И пару слов от вас. Спасибо вам большое, что посетили наше хозяйство. Мы очень рады были таким гостям. Приезжайте в гости. Ну а на работу девчата сказали, работу найдем, жилье обустроим, невесту тоже найдем. Я же сказал, полный комплект, треба ехать. До побачення, сябры!